Сагы Ириса Колесо времени. Удырың амырымынды, мана Бурят ФМ радио шағнықшыт. Мана студияда бейсід ғулшың Туяна Зандуева, амяны ұрылықшы Агван Балыков, и тегет мана әлшің холого ерігің, халмы гуласа ерігің нырыты блогер Ларин Аранович Илишкин. Сәмбәну, Ларин Аранович. Сәмбәну, амырымынды мана улан золота ақнырды өнір. Сән зүд бірче қонтын? Би танытта орынго мана Бурят ФМ радио шагнашты юнгучылха ханнави ханулха ханнави бде уже долотио инде интервью обживейна бде на студияда бде орытхылынды раптыка бде юнды быхыдырайна мана элшимне Бурят хылымойлгаха дет мана радио шагнашытны багыш хальмык хылы ойлохыдын хысуве хыгжаханна бде дет орытхылынды мано хорулды жихилых бде. Итак, Ларин Аранович, сегодня мы встречаемся 7-й раз, и сегодня день ольхонских бурят. Вы каждый день попадаете на разные диалекты, и сейчас я бы хотела вам немного рассказать о том, какой сегодня день, да. Ольхон — это с бурятского на самом деле означает ойхн, лесочек, да, родственное вот вашему айраты, да, ойрат — это лесной народ. А Ольхон — это единственный Байкальский остров, на котором постоянно живут люди. И вот ольхонские буряты, они расселены не только на острове Ольхон, но и в средней части вот западного побережья Байкала. Самый многочисленный род, о нем вам уже задавали вопрос, это род Шано племени Ихирит. Наверное, вы помните, как вот вам вопрос в Вайбере наши радиослушатели задавали, да? И вот здесь на Ольхоне как раз такие роды, как Ехышана, Багашана, Хамне и просто Шана, да? И также там живут галзуты племени Хари. Как ни странно, казалось бы, многие думают, кто современники, не знают о том, что хори-буряты когда-то и жили на той стороне Байкала, и в том числе на Алтае. Но есть мнение, что ольхонские галзуты пришли с Алтая на реку Лену, а затем уже расселились на Байкале. И известный бурятский ученый Балдаев говорил, что буряты-галзуты ольхонские происходили из Джунгари. Вот такие у нас связи. Ну, вполне возможно. Почему нет? Я же говорю, этот регион котел монгольских народов, так скажем. Да, и я вам больше скажу, что там на Ольхоне живет такой род Дурлей. Про него ученый Балдаев писал, что они не входят ни в ахиритов, ни в булагатов, ни в хори, ни в хангодеров, а что их предки вышли с Алтая во времена войн Галдан-Башактухана с Айнханом Халхасским. Ну вот как вот... Хангодеры, да? Да, почти как хангодеры. И еще одно наше общее такое, что между нашими народами был такой ученый-монах Николай Спафарий, который совершал путешествие здесь. Одно из самых ранних письменных свидетельств он оставил. Он в 1675 году написал о прибайкальских бурятах: юрты у брата войлочные, платья носят по-калмыцки, скота всякого, коней, коров и овец много. То есть он хорошо знал калмыков, да, и написал о том, что буряты носят платья по-калмыцки. Что он имел в виду? Давайте вот напомним. Ну, наверное, элементы одежды были сродни айратским. Если они выходцы из Джунгари, то, естественно, что элементы одежды у них должны быть оставаться айратские. Как бы, какие бы века ни проходили, в каких бы условиях они ни жили, да, все равно элементы будут. И сейчас я уже говорил как-то на прошлой передаче, что вот головной убор у западных бурят, да, вот не западных или южных, как хангодеры, да, допустим, у них же очень сильно сходятся с калмыцкими. Да, ну и в конце я могу сказать, что Ольхонский район когда-то был в составе Бурят-Монгольской ССР, когда она образовалась. Мы, кстати, 30 мая отметили день рождения нашей республики. А уже в 1937 году, когда от Бурятии забрали Усть-Ордынский бурятский округ и Агенский округ, у нас Ольхонский район остался не вошедшим ни в республику Бурятия, ни в Усть-Ордынский округ. И вот такой своеобразный буфер. Хотя в Иркутской области это район Ольхонский, он наибольшее количество бурят именно там живет. Вот в такой день сегодня мы с вами встречаемся, Ларин Аранович, чтобы вы знали, да? И я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы будем продолжать знакомить вас с историей братского калмыцкого народа. В прошлой 6-й передаче вы нам рассказали о том, что калмыки в большинстве своем отрицательно отнеслись к Октябрьской революции социалистической, да, во время гражданской войны в большинстве своем приняли сторону белых,
Вот вы личную историю своей семьи рассказывали, да, о том, что в результате гражданской войны калмыцкий народ был расколот, о белой эмиграции, которые калмыки эмигрировали в Югославию, Болгарию, Францию, там другие западные страны, да. И вот мы остановились на том, что в результате военных действий к марту 2020 года все улусы Калмыкии были заняты красными, и в степи установилась советская власть. Вот я бы хотела напомнить, что большевики давно готовились, значит, к этому своему Октябрьскому перевороту, и они приняли программу по обеспечению прав народов на самоопределение. И вот они провозгласили свободу, равенство народов, да, и вот вы помните, что они декларировали, советская власть обеспечит всем нациям подлинное право на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного вот государства. Вот такое оно приняло правительство, советское обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока, да. И вот в соответствии с этими посулами очень оживилось национальное движение, как в Бурятии, так и в Калмыкии, да. Вот как вы считаете, вот эта предлагавшаяся большевиками программа национальной политики импонировала тогда калмыкам? Ну, наверное, какой-то части импонировала, да, но когда вот к вам приходят и у вас в личном хозяйстве 500 голов скота, да, хотя вы не богатый человек, у вас 37 гектаров земли, которую вы можете отдавать в аренду, и все это у вас отнимают и отдают в колхоз, допустим, да, или уравниловку там. Я не думаю, что кто-то там из этих хозяйственников думал о там, национальном самоопределении, он на тот момент думал, как бы выжить, да, тогда напомню, что в каких условиях это все происходило, да? Только что закончилась гражданская война. В Калмыкии в том числе начался голод. Очень много в голод погибло людей, да? Поэтому говорить о том, что как это отразилось, ну, не знаю, может быть, элита, которая на тот момент пришла к власти, наверное, с воодушевлением восприняла все это. У них появился козырь для пропаганды, допустим, своих идей среди населения. Но еще раз говорю, что, допустим, сопротивление в Калмыкии продолжалось примерно до 26 года. Поэтому говорить о том, что это там все приняли, воодушевились, я не могу. Я в то время не жил, но судя по тем фактам, которые имеются, не думаю, что прям все так радовались, да, потому что все прекрасно понимали, грамотные люди понимали, что, ну, да, самоопределение записано, но кто же его даст, да, на самом-то деле-то. И так как позже шутили горько, да, в 30-е годы, колхоз дело добровольное, да, хочешь ступай, не хочешь, расстреляем. Тут тоже самая ситуация. Поэтому говорить о том, что там воодушевленный, неудушевленный, я не могу точно сказать. Угу. Ну, вот есть такой факт, что наши две автономии, они практически одновременно возникли. Первые, да, за небольшой период с 20 по 22 годы наряду с Калмыцкой автономной областью было создано еще 8 автономных республик. И вот интересно, что была Крымская республика, Якутская, да, и была Монголо-Бурятская в 22 году область создана. Вот интересно, почему у нас не создали Калмыцкую республику или Бурятскую, почему именно области? Как вы считаете? Не знаю, в 20-х числах, в июле 2020 года Первый съезд калмыцкого народа провозгласил Калмыцкую автономную область. Я не знаю, почему не область, но, наверное, было указание сверху. То есть, не знаю, чем... Это же прекрасно понимаете, что это не придумали калмыки и буряты, область. Да, это им спустили инструкции из Москвы. Собрать съезд и прогласить там то-то, то-то, то-то. То есть, таким образом легитимизировать то, что вы сами это все создали. На самом деле это все шло из Москвы. И естественно, что я не знаю, какими соображениями руководствовались центральные власти на тот момент. Не знаю. Угу. Ну, я чуть попозже вернусь к этому вопросу. Я хочу напомнить, что в составе первого советского правительства был создан специальный государственный орган, который вот проводил национальную политику, и наркомат по делам национальности. Возглавлял его Иосиф Виссарионович Сталин. Вы в прошлой передаче говорили о том, что он очень недолюбливал калмыков. Вот напомните, почему? Во время гражданской войны. Во время гражданской войны калмыки атаковали Царицын, нынешний Волгоград, и в это время там находился Сталин, да, и Сталин чуть было не попал под калмыков. Естественно, он не взлюбил, наверное, их. За то, что
Знаете, когда человеку в опасности, кто-то... Вообще, отношение красных к калмыкам было очень негативное, поскольку, еще раз говорю, что большинство калмыков остались верны присяге, данной царю и Отечеству, и пошли против красных. И мало того, что они составляли наиболее такую стойкую силу в белом движении. И оружие не бросали, и руки вверх не поднимали. Я вот нашла такой интересный факт, что по декларации прав трудового калмыцкого народа, которая была вот на съезде принята, да, в ней предлагалось включить в автономную Калмыцкую область 10 калмыцких улусов Астраханской, Ставропольской губернии, Кумской, Аймак, Терской области, 13 станиц Донской области. Это вот как раз ваши родовые кочевья, я так понимаю, да? И в результате какие, получается, земли калмыков не вошли тогда в состав калмыцкой автономии? Донские, 13 станиц донских. Но их уже не было 13, потому что в гражданскую очень много донских калмыков было уничтожено, многие ушли за кордон. Поэтому я же говорил, что после гражданской войны из 13 станиц там 3-4 собрали, по-моему. Но был организован позже Калмыцкий район Донской области. Туда входили земли современных Дубовского, Сальского и не помню, вот какого, Пролетарского, по-моему, районов нынешней Ростовской области. В общем, довольно-таки большой район был, и даже сейчас многие калмыки шутят. Надо было донским калмыкам переезжать не в Калмыкию, а надо было всем калмыкам переезжать вот на Дон, потому что там и вода, и земли, и пастбища, и все есть. И климат намного лучше, хотя вроде рядом, да? Но вот так вот получилось, что мы в безводных степях оказались. Понятно. И вот еще одно очень интересное событие произошло тогда, сразу после того, как завершился, да, учредительный съезд Совета в Калмыкии. Руководители вот новой образованной Калмыцкой автономной области, они провели съезд духовенства из числа лам, которые присутствовали на съезде в качестве зрителей, да. И вот эти участники собрания, они, значит, избрали новым Шаджин Ламой Гаву Саперова. Написано, что сторонника религиозного обновленческого течения. То есть у буддийского духовенства Калмыкии тоже было обновленческое движение, да, как у нас в Бурятии? Ну, поначалу советы прекрасно понимали, насколько буддизм силен для калмыцкого общества, да, все верующие, все это опора вообще калмыцкого народа. Потом первые годы советской власти они вообще не трогали духовенство, как в какой-то везде, степени, да, как и везде. Потому что все-таки советская власть тогда была еще крепка, было сопротивление, поэтому необходимо было каким-то образом это все погасить. Они прекрасно понимали, что одними репрессиями это вряд ли удастся сделать. Я видел эти пропагандистские фильмы, я видел, как вот к современному советскому врачу в очереди в том числе сидит лама, и якобы у него там спрашивают, что да он заболел, вот он... То есть всячески хотели показывать, что он обычный человек, он болеет, он сам себя вылечить не может, он идет, он за помощью к простому врачу, да. То есть он ничем не обладает какой-то сверхъестественной силой, поэтому такие пропагандистские фильмы были. Кстати, в 20-х годах, по-моему, вышел фильм, так как сопротивление в Калмыкии еще было, и антисоветские настроения были сильны, я думаю, не знаю, не могу точно сказать, но, по-моему, один из первых, вот у нас в республиках таких небольших, вышел художественный фильм, еще «Немое кино», в котором снялся калмыцкий актер Зулан Ахашкиев, да, вот именно про становление советской власти в Калмыкии, да, и там вот это тоже пропагандистский фильм, там показывали, какие ламы нехорошие, как они поджучивают калмыков на то, чтобы там стреляли там в комиссары и прочее, да, вот такие фильмы. Но дело в том, что все-таки буддизм в Калмыкии у калмыков очень силен в сознании, поэтому эти все мероприятия, в том числе вот съезд лам и прочее, они не могли повлиять на сознание серьезно, поэтому чуть немного погодя, так скажем, в конце 29-го года примерно начались вот уже настоящие репрессии в отношении религиозных деятелей. Нет, а вот на тот момент мы говорим о том, что новым Шаджин Ламой Калмыкии, я хочу напомнить, что так называют Хамбуламу в Калмыкии, избрали человека, который был за обновление. У нас таким был Агвандаржиев в Бурятии. Вот насколько
было влияние это Агван Доржиева на обновленческое движение в Калмыкии? Агван Доржиев у вас в Бурятии был в советское время? Да. Он был тоже, да? Да. Ну, не знаю, тогда... Он и с Лениным, с Луначарским встречался. Ну, первое время, да, наверное, они там за обновление, наверное, он понимал, что происходит, поэтому, как человек мудрый, наверное, решил сам возглавить все это, чтобы, наверное, совсем не убить буддизм, потому что понятно было, что советы не заинтересованы в развитии религии. И я не думаю, что... Ну, у нас на тот момент тоже ламы были такие... Кто-то, как говорят, склонился перед новой властью, кто-то нет. И я не могу сейчас судить, говорить о том, что тогда происходило, да, я не могу... Нет, вчера вот вы очень подробно говорили о том, что из-за того, что были изолированы от Тибета, от буддийских центров. Это потому что многие ламы были материально зависимые, да. Потому что они вот действительно, они чистят, фактически отвернулись от чистой дхармы, да, чистого учения. Они стали более такими светскими, да, то есть больше зарабатывать, стали там больше об этом думать, да. Ну, из таких лам легко веревки вить, да, какая бы власть ни пришла, я думаю, что они пойдут к любому услужению. Таких у нас мало, на тот момент оставалось тогда мало таких чистых хурулов. Один из таких чистых хурулов вот находился, напомню, это Дацан по-калмыцки, в районе Челгира сейчас современного. Вот там был действительно перед революцией самый нищий храм был, потому что там действительно ламы были настоящие буддисты, которые не стремились к обогащению, и они были очень бедно жили, но зато это был очень настоящий храм, и вот там, кстати, и хранился Кёкшин Бакшев наш, да? То есть в переводе старый учитель. Это вот нетленное тело, как у вас и Тегелов, да, с 1870 года, когда он, этот лама ушел из этой жизни, его похоронили, но вдруг по ночам там свечение было в степи над его могилой. Его опять, значит, выкопали, и он оказалось нетленное тело. И вот он с 1870 года находился вот в таком шатре в степи, и его тело не разлагалось, да, как вот у Тегел. И вот он находился как раз в том месте, где этот, как сказать, правильный храм был. И вот до 1929 года он был. Поэтому я не могу сказать, что там ламы были серьезные. Настоящий лама Гишел Харамба, вот этот молодой, о котором вчера говорил, он погиб в 17 году под Петербургом где-то, да, при странных обстоятельствах. Вот он был действительно настоящий. Он никогда в жизни не пошел бы на сделку, возможно, бы. А если пошел бы, то с мыслью сохранить каким-то образом дхарму. Потому что все понимали, что на тот момент новая власть не жалует вообще религии. А вот нет ощущения, что, допустим, новая советская власть пыталась, вот, поддерживая таких обновленцев, внести раскол в среду буддийского духовенства и верующих? Ну, это естественно, потому что вот давайте вернемся на тот момент. Вот советы победили. 21-й, 22-й, НЭП, да, вот эти. Вспомните, что происходило тогда с нравственностью. Ведь то, что сейчас предлагают либералы, так сказать, западные, да, это же цветочки с тем, что происходило в начале 20-х годов, когда, если вспомнить, там жениться можно было за 5 минут, развестись можно было за 5 минут. То есть советы абсолютно нравственность засунули куда-то далеко-далеко под стол. Ведь потом только при Сталине они начали возвращаться вот к каким-то традициям, да? А ведь первые годы советской власти это был просто зашкаливающий либерализм такой в отношении нравственности, да? Вот когда рушились все устои. Когда, посмотрите, когда вдруг стали фотографировать калмычек спортивных в шортах и прочее, но это же для калмыка это было великая дикость. То есть все традиции ломались напрочь. И как можно ожидать от тех людей, которые этим всем занимались, которые этим внедряли в общество, да, на тот момент, как можно было о них ожидать, что они думали о религии? Нет, они думали, как разложить эти религии, потому что, чтобы создать новое общество, чтобы им руководить, необходимо сломать старое, да.
мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем, да? То есть те, кто был никем, они вылезли на тот момент. Это по-буддийски напомню, это сейчас Кали-юга, время упадка, время именно нравственного упадка, время правления демонов. И вот на тот момент это был пик. И когда они пришли к власти, эти сущности, они вот всячески пытались убить эти религии. Поэтому я убежден в том, что они абсолютно не думали о том, чтобы там сохранить религии. Естественно, они шли на то, чтобы, во-первых, разделить, поссорить и в итоге уничтожить то, что им мешало. Угу. Ну, вернемся к 2020 году, и прежде чем мы перейдем к обсуждению следующего вопроса, я бы хотела напомнить радиослушателям. 14 октября 1920 года в городе Баку проходило заседание Политбюро ЦК большевиков, да, председательствовал Ленин, и там обсуждали вопрос о задачах партии в местностях, населенных восточными народами. Там было 27 делегатов съезда народа Востоков. Там были представители Кавказа, Туркестана, Монголии, калмыков и бурят. Вот вы не знаете, кто был тогда? Нет, я вот, честно, я не занимался этим вопросом, но я знаю, что сказал Сталин. Я хочу пока напомнить о том, что тогда, значит, сказал Ленин. То есть он написал постановление Политбюро. Он написал признать необходимым проведение автономии, соответствующих конкретным условиям, формах для тех восточных национальностей, которые не имеют еще автономных учреждений, в первую очередь для калмыков и бурят-монголов, поручив наркомнацу, то есть Сталину, немедленно составить проект декрета об автономии калмыков. Вот до сих пор я, по-моему, во второй или в третьей передаче задавала вам этот вопрос, почему Ленин подчеркнул именно калмыков и бурят-монголов. Мы с вами сразу эту немного смешную версию отринули, которая была популярна у нас в советские годы, что вот у Ленина дедушка был калмык, поэтому он написал, что в первую голову для калмыков и бурят-монголов. Почему политически было важно дать автономию этим двум народам? Конечно, это детская версия, раз у него там кто-то в крови калмык, поэтому он там вот так вот к калмыкам относился. Ну, это смешно. Почему? Потому что есть немцы, которые миллионами своих немцев убивали, есть евреи, которые своих евреев убивали, есть русские, которые те же революционеры, которые миллионами своих русских убивали. Причем здесь тут чисто политика. Слова Сталина на одном из съездов. Если мы совершим ошибку в маленькой области калмыков, она нам отзовется намного страшнее, чем если мы совершим ошибку на Украине. Угу. Представляете, да? Почему? Потому что в чем она отразится плохо? В наших взаимоотношениях с Востоком. Молодой Советской Республике необходимо было иметь отношения хорошие с Востоком. На Западе проблемы, да? Весь Запад восстал против, как бы, да, Советской России. Естественно, как и сейчас, Россия смотрит на Восток. Чтобы быть с хороших отношениях, естественно, нужно было создать впечатление, что вот мы с калмыками, с бурятами прекрасно ладим, мы даже им автономию дали, мы их религии ничего не делаем, мы даже просто их реформируем религии, потому что вот они были такие. Буддизм сначала не трогали, да? Почему? Потому что необходимо было отношение, там, Китай, Юго-Восточная Азия, ну, Индия, да, вот очень многие, да? Вот из этого исходили. Никакой любви к нам, я не думаю, что большевики проявляли какую-то любовь. Просто это был чисто политический расчет. И на тот момент калмыки и буряты вот именно в этом плане были, да, мы впереди планеты всей, потому что направление было у Советской России на... Советской России нужны были не только дипломатические отношения, им нужно было поднимать свою экономику и торговля и прочее. А Запад закрыл границы, оставалось только выход в Азию. И с помощью калмыков и бурят необходимо, вот можно было... Ведь исламский Восток тогда был слаб еще, не самостоятельный, поэтому он очень сильно зависел от западных государств, да? А Юго-Восточная Азия, она тоже тогда зависима была, но она, вот тот же Китай, они более были, как бы Япония, они более были самостоятельны, поэтому как бы через нас Советы хотели наладить отношения с Азией. Угу. А не было страха панмонголизма? Вот уже тогда же это начиналось. Ну, конечно, было. Ну,
То есть можно ли сказать, что решили лучше дать им в первую очередь автономию, чтобы они не претендовали на создание большого панамонгольского государства? Нет, они тогда об этом не думали, как мы могли на что-то рассчитывать. Я еще раз говорю, дали автономию, дали... не трогали буддизм именно вот по вышеописанным мной причинам. А то, что происходило внутри, естественно, они уже закрывали границы, они уже не давали нам общаться, именно потому, чтобы мы не объединились. Да? Это же можно делать одновременно. Есть показуха, когда ты можешь сказать в Японии, допустим, да вы вашим единоверцам, вот видите, автономию дали, там, мы такие хорошие. Мы буддизм не трогаем и прочее. В то же время рот затыкать. Границы закрывать, не давать общаться с сородичами. Да. Но это все империи так поступают. Понятно. Вчера вот мы перешли к тому, что была создана первая калмыцкая автономная область в составе Российской Советской Федерации, да? И вчера вы упоминали о том, что брат вашего дедушки вернулся из белой миграции. И действительно, оказывается, в только что созданной автономной области, да, руководство Калмыкии было настолько мудро, что они вышли с ходатайством в Наркомнац к Сталину, чтобы разрешили вернуть калмыков, которые эмигрировали за границу вместе с Белой армией, да, и действительно было принято решение, чтобы возвращалась из эмиграции калмыцкая интеллигенция. Да, многие вернулись, вот я забыл, как его имя. Я вчера, по-моему, рассказывал этот случай, когда вот девушка прибежала к отцу во время гражданской войны и сказала, что ее подруга уходит с юнгарским полком, с белыми. И он дал ей коня, денег и сказал, уходи. Она ушла, прошла весь путь вот до иммиграции. Она вот из тех, кто вернулся. И тоже, кстати, ее не репрессировали. Там кого-то репрессировали, кого-то оставили, допустим. Вот брата моего деда старшего, им повезло, не репрессировали. Данзан Тудутов вернулся. Его расстреляли, но он очень значимая фигура был. Он действительно... Найон, князь, активный антисоветчик, создавал Астраханскую дивизию, в которую уходили здесь 2 полка, да, калмыцких, которые воевали против советов. Вот таких, да, конечно, моментально там, брали в оборот, и, может быть, не сразу, но через какое-то время. И Данзан Тудутного князя в Москве, прямо в центре Москвы расстреляли, на территории одного из госпиталей. И мы в этом были, в этом госпитале, и в 2014 году, и я уже рассказывал, как мы там молебен устроили и прочее. А напомните, откуда вернулся ваш дедушка из белой миграции? Из Чехословакии. И в дальнейшем как сложилась его судьба? Они жили в Ростовской области, хутор Зюнгар, это вот рядом с станицей Иловайская, это по-калмыцки Зюнгарская станица. И он умер незадолго до войны. И на тот момент, почему сейчас этого хутора нету, там пашня, говорят, но еще сохранились, вот его дом сохранился, остов, то есть основание его дома еще сохранилось, и сохранился овраг, где он посадил сад, вот этот вернувшийся Десанджи. Он был самый жесткий из всех, очень такой боевой, даже на фотографии видно, что он очень такой не терпящий каких-то слабостей, да, человек. И вот он вспоминает, наши старики вспоминали, что когда мы были маленькие, он строго-настрого предупредил не приближаться к его саду, потому что все-таки для степняка сад в степи это было что-то такое, самому вырастить его, то есть, и, таких рассказов о нем после его возвращения я не слышал. Почему? Потому что, наверное, и в тот момент пытались замалчивать, лишь бы о нем не говорить, лишь бы он, с ним ничего не случилось потом. В дальнейшем в советское время нельзя было о нем вспоминать, поскольку он за белых воевал. Поэтому таких рассказов серьезных, таких подробных я не помню. Напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас проходит уже 7-й прямой эфир с нашим гостем из Калмыкии, известным блогером Ларри Нарановичем Илишкиным. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 58830, а также отправлять смс на Viber и Telegram Бурят ФМ по телефону 8 924 457 8908. А сейчас я бы предложила послушать вам калмыцкую песню. Во время нее вы можете продумать свои вопросы и отправить
их для того, чтобы мы задали их нашему гостю. За грядою холмов, как мираж ты встаешь над землею, и горячая зыбь твоих белых домов на глаза набегает слезою. В необъятной степи ты, как чистый кристалл, моя маленькая Элиста, моя маленькая Элиста. Над тобою безбрежна небесная синь, льнут к ногам твоим волны ковыли, и сайга чисто давнут степную полынь, покрывая все клубами пыли. И не сразу поймешь, в чем твоя красота, неприметная Элиста, неприметная Элиста. Косяки журавлей над тобою летят, несмолкаема трель жаворонка, а глаза кобылицы с любовью глядят на резвящегося жеребенка. И степи неизмеренная доброта окружает тебя, Элиста, окружает тебя, Элиста. Сердце мягко сжимает щемящая грусть, мы о многом, увы, забываем. В город свой, словно в юность свою возвращусь, мы с ним многое помним и знаем. Как по детству пройдусь по забытым местам тихих улиц твоих, Элиста, тихих улиц твоих, Элиста. Обивают дома твои злые ветра, тьму приносят песчаные бури, но как солнечный луч согревает искра у калмычки в лукавом прищуре. И природы душа над тобою чиста, моя светлая Элиста, моя светлая Элиста. Гимном жизни звучит жаворонкова трель, сквозь года и седые туманы будут вечно со мной мой цветущий апрель, Элиста и степные тюльпаны. Моя светлая грусть и печаль маята, моя маленькая Элиста, удивительная Элиста, неприметная Элиста, моя светлая Элиста, изумительная Элиста. Сагэ Элиса, колесо времени. Продолжаем наш эфир с известным калмыцким блогером Лари Нарановичем Илишкиным. Ларри Наранович, песня была о вашей столице. Кто ее поет? Кто написал? Автор песни Аркадий Манжиев, Виктор Хаптаханов написал слова, а вот первый исполнитель был Аркадий Манжиев, композитор, а вот именно этот трек исполнил бурят Ренчиндыш Сиренов. Да, и вот он очень хорошо ее исполнил, эту песню. Еще одно доказательство того, что буряты и калмыки едины, он исполнил ее с душой, как про свой родной город. Да, прекрасная песня. Я хочу напомнить нашим слушателям, что они могут задавать вопросы в прямом эфире, еще и потому, что с этого эфира наш гость объявляет приз за самый лучший вопрос. Приз будет его книга. Я думаю, вы лучше скажете о своей книге, которую вы в качестве приза отправите нашим слушателям. Да, я думаю, символично то, что книжка моя в электронном виде
13 чакр, рассказы начинающего буддиста, который я написал для тех, кто вступает в дхарму, хочет практиковать. Эту идею мне подала, кстати, бурятская девушка, которая сказала как-то мне в прошлом году: а что вы не пишете эту книжку? Ага, вот уже прямой эфир, звонок. Алло. Ага, Сэмбано. Ага, радио выключите, пожалуйста, у себя эхо идет. Алло. Ага. Алло, это Туяна? Да, это Туяна, ага. Это я хотел вопрос задать Ларе. Да, Ларри Наранович слушает ваш вопрос. Он был на древней родине ойрытов, внутренней Монголии. Ага. Вам вопрос, Ларри Наранович. Родина айратов не внутренняя Монголия. Это Юрмагол, это чахарцы там. Южная Монголия. Родина айратов — это Синьцзянь-Уйгурский район, Западная Монголия, это Алтай, часть Алтая. И самый исток, где наша родина, вот это между Байкалом и Алтаем, кстати. И, к сожалению, я там еще не был. Это поздно. Они-то появились в 20 веке, в 487 году, в внутренней Монголии. Если оттуда исходить. Внутренняя Монголия к айратам отношения не имеет. Это Южная Монголия. Это не родина. Нет, внутренняя это Южная Монголия. Это не родина, это наших айратов, которые... Внутренняя Монголия — это чахарцы. Это там тургуды живут в Алашане, где-то на юге внутренней Монголии, но они туда переселились, это наше айратское племя. Но это не наша родина. Да, это одно из племен, это хашуты. Когда-то в древности вышли из южных монгол, из внутренней Монголии, но это было еще 14 по-моему, век или 15-й, или даже позже. Еще раз разъясним географию. Западные монгольские земли — это ближе к Тибету, да, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ. Синьцзянь-Уйгурский, Западная Монголия, вот Алтай — это айратские земли. А внутренняя Монголия, Хохото — это уже чахарцы. Южные монголы. Южные монголы. Спасибо. У вас больше нет вопросов, да? Нет. Ага, спасибо вам за вопрос. Ага. Мы продолжаем наш эфир. Ларри Наранович, мы с вами пришли к тому, что образовалась первая автономная Калмыцкая область примерно в одно время с нашей республикой. Даже не республика, а Республика Бурятия тоже возникла из слияния двух бурятских автономных областей. Одна в составе РСФСР, вторая в составе Дальневосточной Республики. Вот сейчас зигзаг истории, мы опять в Дальневосточном федеральном округе. Но вот когда я смотрю на границы, вот что калмыцкой автономии, да, первой созданной, что вот наших бурятских автономных областей, я вот никак не могу понять, по какому принципу там определялись границы. Вот, например, оказывается, границы калмыцкой автономной области, их определение затянулось до начала 30-х годов. Почему и вот как определялись границы? Наверное, потому что калмыки жили своими улусами на такой довольно-таки обширной территории. Несмотря на то, что после гражданской войны калмыков осталось уже мало, тем не менее родовые вот земли, где они еще населяли, были обширные. И мне тоже интересен этот принцип, да, вот как они все это распределяли. Но на тот момент русскоязычного населения там было мало, поэтому степи были неугодные для проживания, большей частью только калмыки могли там жить, поэтому возможно, более свободно подходили к тому, чтобы отдать вот эти земли калмыкам, допустим. Забегая вперед, скажу, после возвращения калмыков из сибирской ссылки уже по-другому подходили, и многие из этих земель вообще не отдали. Так что те земли, которые были отданы для Калмыцкой автономной области, они намного шире, чем нынешние границы Республики Калмыкия. У нас, допустим, по той карте Калмыцкой автономной области, потом в будущем Калмыцкая ССР, было, по-моему, 6 выходов к Волге. А сейчас остался один 5-километровый участок. И в Волгоградской области наши земли, Абганерова, это наши нутуги. В Ростовской области вот наши донские земли калмыков. В Саропольском крае еще остались калмыцкие названия, там
Кугульта, село, там, Тахта и прочие вот такие названия. Знаете, по Сарапулю видишь, там речка Шарцицик, да? Или что такое. То есть на тот момент, наверное, определяли так. Вот там вот калмыки жили, ну да, пусть это будет их земля. Там никуда не денутся на территорию. Потом, когда после русского и другого населения стало там больше, то, естественно, стали ужимать эти территории. И хороший был повод как раз после депортации. Ну, хорошо, Хрущев еще восстановил автономию. Так, мы переходим, значит, уже к первым годам наших автономий. Сейчас мы говорим все-таки о калмыцкой автономии. Но у нас есть общее, вот вы вчера тоже об этом и во всех передачах говорили, общее есть буддизм. Вместе с буддизмом у нас общая письменность. Ну, конечно, у вас Тодо Бичик, она более ясное, простое письмо. У нас была старомонгольская письменность. И вот первые годы советской власти, вы знаете, начиналась ликвидация якобы неграмотности населения, хотя понятно, что буряты, те, которые были буддистами, они знали старомонгольскую письменность, и более того, дело производства у них велось на старомонгольской письменности, да, что в какой-то степени лучше помогло сохранить язык, чем нашим собратьям на западном берегу Байкала. Вот мы сегодня Ольхонский день, да, там буддизм только-только начинал проникать. Вот Агван Доржиев как раз, когда царь Николай ввел свободу вероисповедания, начали массово переходить в буддизм, западные буряты, да, начали появляться дацаны, но тут революция, гражданская война, советская власть. И вот было очень тяжело переходить, получается, новой советской власти на язык коренного населения, и таким образом для наших народов придумали новую письменность, латиницу, потом бурят перевели на кириллицу, то есть, допустим, поколение моего дедушки, он говорил, мы трижды становились безграмотными. Бурятский писатель говорил, старомонгольский в детстве изучали, потом на латинице их переучивали, и немного погодя на кириллице. Вот как обстояло дело с письменностью в калмыцкой автономии? У нас все тоже до революции, все производство велось на нашем староайратской письменности. Вот Тодо Бичик, да, который схож с Худамом. Я уже говорил, почему Тодо Бичик ясное письмо, потому что он более универсальное письмо, чем Худам монгольский, он более легко изучается. И я немножко вглубь веков удалюсь. С приходом буддизма у айратов, я повторюсь, да, стало обязательным образование для мальчиков. Именно храмы буддийские стали сосредоточением вот науки, образования. Это вот плюс принятия буддизма, кто бы что ни говорил. И хан Дандук Даши своим указом подтвердил, причем он еще больше жестче указ сделал, что если кто не отдавал своих детей учиться грамоте, очень большие штрафы вводились для них. Поэтому, то есть, руководство элиты калмыцкого общества считало, что обязательное изучение грамоты, это образование, это очень важно для развития народа. Поэтому они вот с таким трепетом относились к образованию среди детей. И это, еще раз повторю, благодаря буддизму. Потому что именно буддийские храмы стали сосредоточением всей науки и образования. И даже сейчас, вот, если взять в Калмыкии, да, восстановлением языка у нас очень активно занимается центральный храм буддийский. То есть бесплатные курсы в течение года, несколько курсов, да, там даже, мало того, стимулируют, находят спонсоров, даже автомобили дарили за лучшее обучение. За 2 месяца, если выучишь язык, там автомобиль дарили, кто лучше выучит, да? То есть такие вещи делают. Но это всегда, буддийский храм всегда был сосредоточением вот всего передового, науки, культуры и образования, в первую очередь. Естественно, что у нас же, как у вас, Луначарский нас лишил нашей письменности. То есть это же тоже удар по религии был. Да, потому объявили ее буржуазной, националистической. Да, потому что они видели, что народ учится в школах при храмах. И письменность это старая. Значит, нужно было перейти к какой-то единой письменности, чтобы лишить, в том числе и духовенства, влияния, да, на... То есть, чтобы инициатива перешла с помощью письменности от
храмов в школы светские. Поэтому Луначарский такую адскую идею выдвинул. Сначала нас тоже перевели на кириллицу, на латиницу тоже. И затем через какое-то время на кириллицу. Кстати, говорят, латиница даже более адаптируется к нашим языкам, чем кириллица. Но у нас перевели, естественно, людям пришлось по новой учиться грамоте, как бы, да. Уже 3 раза обучались грамоте. И вот так вот постепенно наша письменность пришла к забвению. И когда перевели нас на кириллицу, кто-то из монгольских ученых, по-моему, Ринчин... Бямбын Ринчин. Да. По-моему, он сказал: конец калмыцкому языку. Только дело времени. То есть умные люди видели всю опасность. Сейчас мы должны восстановить нашу письменность вместе с языком. Обязательно. Почему? Потому что это не только наше будущее, я еще раз повторю, это сокровищница мировой культуры. Да? Тенгрин Бичик, да? Небесное письмо сверху. Никто так не пишет больше. Уйгуры потеряли свою письменность. Тоже сверху вниз писали. А мы ее сохраняем. И мы не должны ее терять. И мы должны сделать все. Вот эти времена проходят. Шум Тацак, да? Времена демонов все-таки немножко ослабевает. Поэтому нам нужно пользоваться этим и восстанавливать то, что мы теряем. И мы должны это сделать в ближайшее поколение, наверное. Да. Ну вот сегодня день ольхонских бурят, то есть мы бы хотели еще раз вот доказательства, что те буряты, которые приняли буддизм, знали старомонгольскую письменность, у них дело производства еще в царское время было на старомонгольской письменности. Это гораздо лучше позволяло сохранить язык, чем нашим западным соплеменникам, которые вели дело производства на русском языке, да, то есть письменности старомонгольской у них не было. Но зато они великолепно сохранили устное поэтическое творчество, да, вот все наши великие улигиршины среди западных бурят. И вот в том числе они сохранили для нас такое сокровище эпос, как Шанобатор. Я в прошлой передаче ошиблась, к сожалению, там прообраз не князь Амурсана, а сын Галдан Башактухана, Галдан Цурян, по-моему, вы говорили, да? Нет, это... Цыбен Рабдан. Цыбен Рабдан, да. И вот тоже доказательство общности наших народов, да, казалось бы, откуда у западных бурят так хорошо они знали эпос именно о джунгарах, да, о Шанобаторе. Итак, мы сейчас с вами обсудили вопрос о письменности, которая пострадала, что у калмыков, что у нас. И действительно, здесь наша история абсолютно общая. Точно так же калмыков перевели на латиницу, затем на кириллицу. Напоминаю, наш телефон в прямом эфире 588-300. И также на Вайбер и Телеграм СМС вы можете отправлять 8-924-457-8908. Напоминаю, что наш гость за лучший вопрос подарит свою книгу «13 чакр. Рассказы начинающего буддиста». Я же не рассказал про нее. Это же не просто там инструкция, как вести себя. Кстати, вот эта бурятская девушка, она мне когда сказала, а почему не напишешь такую книгу, она подала очень хорошую идею. Но я решил не писать ее как инструкцию, да, вот так надо вести себя в храмах. Очень многие не знают, как в храмах себя вести, очень многие не знают, как вот что-то там делать. Я написал все это на собственном опыте. Я не буддийский учитель, я не имею права говорить, вот это надо делать так, вот это надо делать так. Я написал, как было со мной. Вот то, что я сделал правильно, то, что... Там книга чем интересна, кто ее читал, все говорят, она очень интересна, именно она полна событий, то есть мистических событий, на первый взгляд, да, что-то там случалось. Там те, кто читал, начинают замечать за собой те знаки, которые они до того не замечали. Вот, когда вы практикуете дхарму, буддизм, когда вы читаете мантры, молитвы, когда вы делаете соответствующие практики, немножко вот это калитки в сознании открываются, и потихоньку ваши сокюсны подходят к вам все ближе и начинают открывать вам в сознании кое-какие двери. И реально, и начинают показывать такие знаки, которые вы раньше в жизни бы не видели. Допустим, когда вам грозит опасность, вам обязательно во сне это покажут. И вы будете знать, что делать. Когда вас пытается кто-то обмануть, они обязательно покажут. Когда у вас собирается что-то украсть, показывают. У меня это все показывают. И у многих практикующих. Просто люди, которые не практикуют, они, не зная буддизм, пытаются о нем что-то говорить.
но тот, кто практикует буддизм, он имеет колоссальное преимущество перед тем, кто его не практикует. И я это говорю с полной ответственностью. И тот, кто будет сейчас сидеть, слушать и посмеиваться, я вам с полной ответственностью могу сказать, что я над вами имею преимущество. Вот реально. Не потому, что я лучше вас, не потому, что я там круче вас, а потому, что я реально практикую дхарму, которая мне помогает в обычной жизни. Вы даже не представляете, как она помогает в быту, в обычной жизни. И те знаки, которые мне показывают, если вы увидели бы, вы, наверное, бы уже сегодня уже бежали бы сейчас, вот не дождавшись конца передачи, уже бежали бы в Дасан. Я вам реально говорю. И вот почитайте эту книгу, и, наверное, вы много что увидите. И реально вы становитесь более уверены в себе. Реально, если вы, допустим, увидев 5-6 человек в подворотне, вы попытаетесь обойти их стороной, то я пойду прямо через них, начитывая мантру очарования. Так, в прямом эфире вопрос. Алло? Алло, Сэмбэна. Алло, Сэмбэна. Сэмбэно. Вот у вас в гостях гость из Калмыкии, да? Да, Ларри Наранович. Ага. Я что хотела сказать. Биора Бурятове, да? Ага, Зе. Мне скоро 80 лет, где-то через год, через два, да? О, ага. Я живу в Калмыкии. Где вы живете? В Калмыкии, город Дагестан. Ага. Я сейчас нахожусь в Улан-Удэ, в Гусинозерске. Угу. Уже я в феврале приехала, сейчас вот видите, какое время попало. Порядка. Не выехать, не пойти, ничего. И вот сейчас я слушаю передачу и слышу этого Ларри, этого... Нарановича. Нарановича, ага. Я плохо вижу, я инвалид первой группы, сейчас еле-еле набрала ваш номер. Зрение первой группы. И я что хотела сказать, да, он такой местность сказал, который... Мои мужу родители и муж адрес, это как где родился, Ростовской области, Юнгарский. А, ваш супруг из Юнгарской? Да, мой муж Юнгарский был, но он умер. А, фамилия, если? Его Адьянова Аюр Гаврилович был. Ясно. Ну, да, юнгарцы, значит, станичники с отцом были. Они должны были знать друг друга. А это я с вами... Да, вы разговариваете с Ларри Нарановичем. Ой, я что хотела сказать-то. Вот этот Дзюнгар, меня зовут Байбатулина, да? Угу. Мне где-то 78 лет. Лет 10 назад я ездила в этот Дзюнгар. Угу. Ездила, меня сын на машине водил. Я адрес узнала, где как что. И вот это, не доезжая из Дзюнгара, там какое село, я не помню. Иловайская, там Кутеневская и Иловайская станицы две. Вот Кутеневская, наверное. Там это, да, не командир, как называется, начальник-то там. Атаман? Атаман, Вова, Атаман. Сейчас фамилию не могу сказать, забыла я. Этот Атаман, мы созвонились, он нас встретил, и он на своей машине впереди поехал и дорогу показал, это село Дзюнгар, бывшее. Вот. Сейчас там ничего нету. Да, я там нет, сама станица Иловайская есть, да, Кутейниковская, а через речку Иловайская. А от Иловайской, хутор Дзюнгар, вот где наши калмыки жили, там уже ничего нету. Да, там есть, тогда мои глаза немножко видели, сейчас я вообще плохо вижу, инвалид первой группы. Я что хочу сказать, да, мы ездили, фото все взяли, поехали, это да. Но как правильно, командир, как? Атаман. Вот. Атаман, этот Атаман нас показал дорогу, все сделал и оставил. И что я хочу сказать? Да, мы там сделали деджи, поклонились. Я не знала, как свечку зажечь, там поставить. Но я взяла 3-литровую банку, и в этой 3-литровой банке свечку зажгла. Конечно, в степи не оставишь свечку так. Да, Зула, и вот так мы поклонились, и мы приехали. У меня свекры звали, не знаю, старики какие-то, кто есть, нет, я не могу. А Дианов Гаврил Самжинович был дед. Да, ну, значит, они, станичники, с отцом моим должны были знать друг друга, потому что отцу моему сейчас, он 27-го года рождения, сейчас вот ему было бы уже
тоже 90. Ну, конечно, ага. Но что я хочу сказать, такое это знакомый мет услышала, да, и так я рада, и первый раз позвонить на этот телефон. И я нахожусь в Бурятии на родине, в феврале прилетела 4-го, и вот сейчас нахожусь в одном месте, никуда нельзя ходить, не ездить, ничего. Ну, мы с вами в чем-то одинаковы. Я тоже выехал в Бурятию, в Монголию. Теперь из-за вот этих событий я не могу пока домой вернуться. Но я 7-го вылетаю. О, ну, привет, родной Калмыкии, я еще не скоро. Ага, хорошо. Большое До вам свидания. спасибо за звонок. Ну, давайте, удачи вам, здоровья, благополучия. Я рада, что вы об Калмыкии рассказываете. Ага. В моем свекре родине говорите. Ага. Давайте, всего хорошего. Удачи вам. Как у нас в Калмыкии говорят, белые дороги вам. Ага. Саган халган юфтында. Я Спасибо. очень рада. Ага. Пока. Байрла, байрты. Ага. Вот видите, бурятка, которая живет замужем, давно живет в Калмыкии, да. И как хорошо говорит на калмыцком, у нас, заметили? да, ну, она ж там. И очень много калмыков здесь живет, говорят, ну, чуть ли не сотня, да, в Бурятии там. И вот еще один прямой эфир, звонок, прямой эфир. Алло, Сэмбана. Хэнда. Хэн. Алло. Хэнбано. Ага. Во-первых, я урдуембе, урдуз мутримыта, омрыпчиикве, не так. Зе урдага, ага, камбажыпцевикве. Бит адушейне ходичидро шангнаны. Вайна. Уяхылныта. Где уже дало тёкар живенепте. Никогда соотл хорхованы, кунха, хальмак кунха. Зе. Намая язык буханалыкты мне наукам электроника тигаша орот бурятского хом үтхилге. Кет хо алды орданда бурятиш хиламанин хо алха душин определение гызыл хаммалге. Йонда ухырго мында мындысыл хыдыне хо ухайхун сэн хытын би хэн хытым ярада тоону велдарыды. Ордын чейин бага берді. Кет ғалып терекіп ламбышыңды бурядар. Ал-Хасагыр байға көйімілді түрі қалымық хүнтіне мүтсілді. Асыл да түріпіне. Никакая не хаса, асы. Кеверлі, оры бұқиғатлы ғорты ғасытыне бұл зейір өшетевері. Кафе еміт. Хух, оры кандидаты ұнау көреді дұрын кер толқын ету. Орыда отқын енді ұғылды. Тірек заққын ұйтанды мүндіскіде тоже бұру. Кеверлі, ғамсыл радиоэ радиостанция. Зе, таны асудыл ямырвы, инаманы елчынды. Уларын хорқаве. Арек осыгын. Тірені құдылар бұру да орды. Арик өсігіз. Темі ударенен вообще өкілді. Зе, таныт мұны асудыл тәветәйні елшімні бәйні қайымбы. Тани шағын жывайны. Ага, би мүтінеге. Тірекін латиница юмнемді. Тірі, вова. Тірекін сауыр би саудыл хұрқывайны. Мүтхуы имаптелі намға дуғалы би зары өтелге. Намға дуғалы ақылуына тем не менее. Ду имапта, ду. Ду? Ду, ага. Ага, би ағайын бе. Ағытымны, осығырын онды бурядутты ю ролғымдыны. Удима. Бурят чушы алпиницу. Трени мытны гуали уйгоны хун. Тимим баян горро дурвын жыл. Мені едемне арван хайраны вайхын. Тига трени узығын, трени намды хортығын. Трени мутхын мұны. Халмык учены хумны мытныға шу трени уйгу. Зе, би мұны оршул хумне ордор зе көтірді. Бурят хылы мұғарылғыны. Значит, тина, ага. Мұны халмыгар хылайдан таныды ұлғы күтілді. Вас спрашивает наш слушатель, он из Аги. Он спрашивает, вот вы как раз говорили о латинице в 30-е годы. Вы сами знаете эту письменность латиницу?
Ну, латиницу кто не знает? Нет, вот читали на латинице, Да, калмыцкий. да, ну, видел эти документы, но я думаю, что даже то, что нынешняя грамматика на кириллице, конечно, она намного тяжелее, чем на латинице, да, но я еще раз говорю, мы не должны возвращаться к латинице, это не наша письменность. Наша исконная письменность, вот это старая, сверху вниз, да, тенгри-бичик. И, кстати, если кто ее не знает, попробуйте изучить. И даже тот, кто не знает языка, он может ее изучить. Она очень легкая, в принципе. Просто многие думают, они думают, как-то там что-то непонятно. Да нет, все это ерунда. Начнете учить, вы сами увидите, что она намного легче, чем кириллица. Намного легче. Просто кириллицу мы изучаем с детства, поэтому нам кажется, что мы знаем. Но если вот человек, который не знает кириллицу и не знает Тодо-Бичик, начнет одновременно все это изучать, я уверен, что Тодо-Бичик даже ничем не тяжелее будет. То есть, худам монгольский вот это. И хайрати вопрос. Сәнгештерді бұқи бұряды тұқой, ямыр бұрса бекті. Бұряды хәңгі қиеттелді, үзірге сейері ұғи болға. Бейтір, ина судыл қайшанге бейті қалымы күнді егеді, яқын. Қалымы өтті бағы үзіргі бәйқыда, қалымы өтіне отличие от нас бұрядыға. Шығыдық, бұйде үгідігі бітті. Тесіне сәңгіді зуб, бұйде бұряды хәңгідігі бітті. Брат там хызыгы выйвал, да. Мне извини, амры вырныстеваемте. Решком басым паспортым нырен зуб болгда. Быхы бытчида деген. Это шутку, конечно. Тане асудыл. Сызык қайса, куда? Қайса я вышла. Маны халмыгальшина тижи хорхоймго. Ага. Түркна вайлыққа сразу. Юнда оқыдығы. Халыкне, хэнг, зуб. А бытие хэнг ертепте. И ведущая хэмста, вот. Биту яны обязана, если жидин, кяхтим бушага хэнг ерте. Жидин гас, я согласен. Мунодор альхоны удыр, тет би ханулха ханнави. Ой, альхон бага хэнг. Би ханулха ханнави, но бурят эфемтне диалектное радио. Это оринку аялгар хумигет лханны. Зего. Будетне яхмне, эльшинне дурыхевене тигет. Ага, зе. Бегени шаганжы вегарет. Ага, байырте. Хенда. Байырте. Все-таки немножко попробую перевести для вас, Ларин Аранович. Читатель очень возмущался, слушатель возмущался тем, что, допустим, в хоре буряты не здоровается хэнбэну. Вот вы вчера говорили, что калмыки в конце говорят сэнбэн, да? Живи хорошо. А в основном монгольские народы говорят впереди сэнбэну, спрашивают, хорошо ли ты живешь. Ну вот у нас слушатель говорит, что надо говорить хэнбэну, но мы ему напомнили, что у нас диалектное радио. Ага, давайте продолжим вашу книгу. Я хочу сказать о том, что да, конечно, многие люди хотят что-то, не имеют возможности свое мнение выразить, наверное, вот и пользуются в том числе и радио FM, да, но давайте все-таки будем как-то ближе к теме говорить. Почему? Потому что я считаю, что это неуважение к ведущему, который несколько раз повторяет по теме, да, неуважение к тому гостю, который пришел и рассказывает об истории там народа, а тут человек приходит и начинает отнимать эфирное время именно не по теме, а потому что его волнует, да? Я думаю, что все-таки у калмыков мы вот более прямой народ, и мы поэтому прямо в глаза об этом говорим, да? Давайте все-таки мужчинами быть и много не разговаривать. Если вы хотите задать вопрос, задавайте. Что-то вас волнует, задавайте конкретно вопрос. Не то, что вас возмущает, да, где-то, а давайте все-таки быть мужчинами. Конкретно. Что вас волнует? Может быть, даже не по теме. Может быть, вы даже хотите что-то о Калмыкии узнать не по теме сегодняшней, да? Это будет здорово. Но выходить в эфир и говорить о том, что вот почему там хори так не здоровятся, это не здоровятся, это не сегодняшняя передача, вы поймите. Это не удовлетворение ваших эгоистических желаний каких-то. Да. Извините, я калмык, мы айраты калмыки, мы прямо привыкли говорить людям в глаза. И давайте быть мужчинами, монголами настоящими. Спасибо. Спасибо, Ларин Аранович. Призываю действительно послушать нашего гостя. И давайте продолжим наш прямой эфир. Мы обсуждаем сегодня
первые годы советской власти, становления калмыцкой автономии, и сравниваем ее с становлением нашей бурятской автономии. И вот 30-е годы начались очень печально. С начала 1930 года в целом по стране вот коллективизация привела к раскулачиванию, да. Я лично тоже могу привести пример своей семьи. Вот вы тоже очень интересно рассказываете. В 30-м году моего прадедушку раскулачили. Вместе с семьей его везли в Улан-Удэ, прадедушку расстреляли. Дедушку маленького ребенка вместе с матерью в Красноярский край сослали. Я думаю, что раскулачивание коснулось и Калмыкии, но вот куда ссылали раскулаченных калмыков? Ну, раскулачение Калмыкии коснулось примерно больше 2000 семей, это примерно 14 тысяч человек, и они были вывезены за пределы региона, да, вот честно, я не обладаю такой информацией, куда их в первую очередь отправили. Я знаю, что очень многих раскулаченных внутри самой Калмыкии переселяли, да, то есть, если он в Саганамане, допустим, жил, его там за 300 километров, там, допустим, в Приютное, да, там где-то вот, внутри Калмыкии бросали на, как бы, на другое место жительства, да, и вот так, да, это происходило, но по коллективизации вообще такой, этот вопрос не изучал сильно. Я вот знаю, что период 30-х годов были репрессии. Одновременно с коллективизацией же началась репрессия в отношении религии. Угу. То есть вот у нас было примерно 180 буддийских храмов, и все они были разрушены. Представляете? 180 храмов были разрушены до нуля. То есть где-то 40 православных церквей, там несколько церквей оставили хотя бы, а тут буддийские храмы все разрушили. То есть вот отношение к религии советской власти. Значит, все наши священнослужители были репрессированы, в лагеря сосланы и прочее. Про них тоже интересная история рассказывают. Где-то он смог вылечить начальника лагеря, где-то еще что-то, да, вот такие, но они еще в тех местах даже показывали свои возможности, так скажем. И где-то вот как раз Кюкшин Бакше, о котором говорит, нетленное тело, вот он в 29-м году, и его комсомольцы вывезли оттуда. И я рассказывал, как я шел по следам, и не нашли, к сожалению. Даже был, знаете, он очень похож, есть зарисовки его, он очень похож на Ленина. Внешне, и даже пошли такие легенды, что в мавзолее он лежит вообще-то, а не заспиртованный Ленин, да? Потому что тело нетленное, да, но я что-то не верю в это. Но сам факт того, что его увезли, и в Саратове он где-то пропадает, да, хотя я вот и по Питеру пробежался, там, Эрмитаж, Кунсткамера, но не нашли, к сожалению. Знаете, когда надо, он вернется вообще, я думаю так. Вы упредили мой вопрос о том, что после раскулачивания, да, у нас пришла очередь наших священнослужителей. Вы совершенно справедливо отметили, что если какая-то часть православных храмов в России осталась, да, часть мечети, то буддийские храмы были разрушены и в Бурятии почти все до основания, да. То есть именно буддийская церковь, единственная из конфессий, наверное, в советское время, была ликвидирована полностью. И вот наши ламы, тоже многие, вот как раз то, что вы вспоминали, что был на Колыме, это как раз последний шрет Игитуйского дацана, это до военное время, в котором вы были, где Занданжу, Мунко Цыбиков, мой земляк, он на Колыме, он показал высшее искусство своего имчи, врачевания, лечил начальника лагеря, и вот из этих трав умел изготавливать вот эти вот лекарства, да. Вот калмыцких лам куда ссылали тоже? Тоже в лагеря на севере. Я скажу, даже те ламы, которые все-таки в советское время были у нас, да, по перерождению своему, есть вот интересные такие детали. Значит, они были расселены, вот интересно, да, как, видимо, по карме, на западе республики, на востоке республики и в центре республики, да. Вот, допустим, один лама тоже в гражданке, он, естественно, но он людей принимал. В совхозе Эрниделикова на западе Калмыкии он жил в советское время. И когда он там жил, совхоз был миллионером.
Алтын-Хута в центре Калмыкии, там тоже был знаменитый Намка, по-моему, его звали, там в советское время Гелюнг. Тоже богатый совхоз был. Лагань, бывший Каспийск, Лагане, там тоже был серьезный лама, да? В Цаганамане. Они все богатые регионы были, очень богатые. Я скажу, что в Каспийск, в нынешней Лагане, вообще из Элисты ехали, переезжали жить, а не наоборот. То есть там, где они находились, Алтын-Хута вообще заливной назывался в советское время. Там дожди шли всегда, когда рядом где-то засуха, там дожди, там все было в порядке. Вот это люди заметили. И даже в советское время портработники втихаря к ним ездили, да? Все равно ездили. И да, у нас даже тоже говорят, что когда Калмыкию восстанавливали, Басан Бадминич в 62 году, в 61-62 пришел первым секретарем, ведь с Каспийска, с Лагани нынешней, привезли этого Гелюнга, и как бы втихаря там делали какой-то обряд. Да, то есть, наши тоже партийные да, все... это все дело, это на восстановление республики. Все равно верили, как бы там ни было. Это очень сильная вера. Ее невозможно истребить, ее невозможно выкорчевать. Понимаете? Это выше, вот, сильнее всяких тех, кто это думает, что это можно сделать. Поэтому удар был сильный. Я считаю, почему? Потому что не оскорбляя другие религии, не принижая их, но советы, вот это шулмусы, вот эти демоны, они все-таки считали буддизм, скорее всего, самой для себя опасной религией. Самой. Да, поэтому истребили ее полностью. Полностью-то они не истребили. Я имею в виду, разрушили все церкви, храмы, да. церкви. Да. И сейчас, кстати, у нас остовы еще остались кое-где. Нет, у нас тоже чуть-чуть остались, вот но их восстанавливают. Их надо восстанавливать в том плане, что если они не восстановлены, там очень нехорошая энергетика, там вот шума правит, да? Поэтому у нас вот Лама Сопа Ринпоче нам выдал такие специальные амулеты, которые вот от таких мест оберегают от загрязнения в таких местах. Я даже знал, что на таком месте можно загрязниться. Оказывается, да. В разрушенном храме можно загрязниться. Почему? Потому что там вот эти сущности обитают. Они же разрушили чистое место. И вот они там. Поэтому к этому надо относиться очень серьезно. Это не просто так. Это не какой-то дом простой был, здание, которое разрушили все. Не, это было место чистое, куда боялись зайти сущности. Да? И поэтому человек часто очень почему хочет в храм? Потому что это чистое место, его туда тянет, он даже не знает почему. Потому что вот эта вся сансара, вот это быт мирской, да, вот это все, где полно всего нехорошего, негатива, зависти, жадности и прочее, оно все равно тянет из нас энергию. И человек, чтобы подпитаться какой-то энергией, не практикующий, тем более человек, его тянет в чистое место. Практикующий может восстанавливать свою энергетику положительную именно практиками. Люди этого не понимают, поэтому не практикуют. Понятно. На этом месте я хочу сделать объявление, и раз уж мы заговорили о 30-х годах, наверное, я приму диктаторское решение вместе со своим гостем. Мы прекращаем принимать временно телефонные звонки на прямой эфир. Мы просим вас записывать Viber и Telegram на номер 8 924 457 8908. Сейчас мы поставим для вас послушать еще одну песню нашего братского калмыцкого народа. За это время, я думаю, вы успеете придумать хороший вопрос и написать его. Еще раз номер на Viber и Telegram Бурят ФМ 8 924 457 8908. Асахын амарины сөдің, ардасына салакан үліні, әні салқынай сары, өрәвіңгі күкінге
Ыр-йыса. Колесо времени. Какая пронзительная песня сейчас прозвучала, Ларин Аранович. Когда она появилась? Она появилась во время войны. Это написал раненый калмык-боец в госпитале. Обращена песня к его девушке по имени Нюдля. Нюдля, твои глаза прекрасны. Не плачь, ветер дует. Ребята, солдаты, родину защищат, вернутся. Там вот, такой, в общем, ждите, девушки. Эту песню потом стала популярной вообще в то время. И она популярна до сих пор. Понятно. Ну, я думаю, теперь мы можем уже перейти к Великой Отечественной войне, к началу, да. Ну, вот я хочу напомнить нашим слушателям о том, что перед войной, буквально в 1935 году, Президиум Центрального исполнительного комитета Компартии принял решение, учитывая воли и изъявления трудящегося населения Калмыкии, преобразовать автономную область в Калмыцкую автономную Советскую Социалистическую Республику. И тогда в составе РСФСР находилось 17 автономных республик, и в том числе вот наша Бурятия, да, ну, которая чуть-чуть раньше появилась. И к началу войны, наверное, в 1937 году также калмыцкая, наверное, элита, вся научная интеллигенция, да, партийная, во многом подверглась репрессиям политическим. Вот в Калмыкии руководители как репрессировали, что им вменяли в вину? Ну, как и всем, меняли в вину. Ну, не как у вас там панмонголизм, потому что мы далеко все-таки были, наверное. Но там, естественно, и работа на разведке, саботаж и прочее. Я вот приведу такой пример, связанный с моей бабушкой. Значит, у нас был нарком просвещения такой, Косеев. А моя бабушка преподавала в школе русский язык, и ее учеником был вот сын этого наркома Володя Косеев, будущий герой-партизан, который, попав к немцам в плен, не предал родину и был казнен, да, хотя его отец был до этого репрессирован. И вот как-то моей бабушки 2 братьев арестовали по обвинению в саботаже. Там есть 2 дома у нас стояли, сейчас их снесли. Там якобы было что-то сделано не так, якобы там тепло не было в этих домах, что там... В общем, их арестовали, и, как вы говорите, вот, ну, там что-то давали, ну, им дали контрреволюцию. За холодные дома им дали контрреволюцию, да, вот. Причем здесь контрреволюция? И бабушка, будучи женой моего деда, все по матери, деда по матери, военкома республики, она пошла в НКВД. Тогда был такой Озеркин, начальник НКВД, и она к нему пришла и говорит, на правах жены вот военкома, она сказала, вот, почему арестовали моих братьев. На что Озеркин ответил, дав понять, что для него военком никто. Он говорит, мы сейчас в оборот возьмем наркома просвещения Косеева, не то, что ваш там военком там, типа, похвалился тем, что он. А она классный руководитель Володи Косеева. И она ночью пошла в дом вот, к Володе Косееву. Вот я знаю, что в Калмыкии слушают нас тоже, запись наша. Я вот говорю, вот этот дом, где старый гастроном, там жил Косеев. И моя бабушка туда пробралась ночью, постучала к ним и сказала, что так и так вас будут арестовывать. Они успели, говорит, свои там, деньги, что-то, ценности какие-то отнести к родственникам ночью на улицу Кирова, а под утро уже их арестовали. Вот такие истории были, да? И вот я же говорю, Володя Косеев, ему немцы говорили, когда взяли в плен, он партизаном был. У нас в степи, кстати, партизаны были тоже, да, вот, представляете? И ему сказали, у тебя же отец репрессирован, давай. Нет, он остался верен и пошел на казнь. То есть были такие, да, и вот такой народ потом обвинили в предательстве. И я хотел бы вот, перейдя к войне, сказать, что калмыки были приписаны изначально, вот как мы говорили про войну 812 года, уже на границе встретили, да, врага, калмыцкие полки. Также перед войной призывники из Калмыкии проходили службу в западных округах. Поэтому очень много калмыков, которые участвовали с 22 июня, да, в боях. И я хотел бы вот процитировать
я думаю, для многих это будет интересно, процитировать... Была такая журналистка Анна Луиза Стронг, американская, которая в 1945 году написала книгу «Народы Советского Союза». И вот у ней она описала участие Советского Союза в войне. И там же нашлось место и калмыкам. Да? Вот в главе «Героическая армия мужественного народа» она писала. Эта книга была издана в Нью-Йорке в 1945 году. Первый комментарий, это ее слова. Первые комментарии берлинской прессы были посвящены безумному героизму русских. Эти сумасшедшие вели войну не по правилам. Русские танкисты врезались на своих машинах прямо в немецкие танки, опрокидывая их в лобовом столкновении. Русские летчики обрубали хвосты вражеским самолетам пропеллерами. При защите крепостей русские продолжали сражаться за каждый бастион, а потом взрывали себя вместе с врагами. Русские пехотинцы нападали на танки с бутылками горючей смеси. По странной иронии судьбы, первые красноармейцы, упомянутые в берлинской прессе за сумасшедший героизм, были не русские, а калмыки, представители народности из дельты Волги. Нацистская высшая раса должна была признать, что по какой-то непонятной причине из этой низшей расы вышли герои войны. Перевод и публикация еженедельника Союза журналистов СССР, газеты «За рубежом» номер 9 от 22-28 февраля 1985 года, страница 6. То есть, видите, вот, берлинская пресса уже в июле 1941 года говорила о том, что вот, сумасшедший героизм проявляют вот эти калмыки, да? Там их много было в западных округах, и когда, видимо, они в очагах сопротивления обнаружили эти трупы азиатов, смотрели документы, видно было, что это калмыки, да? И есть очень много, отец очень много писал про наших героев, которые, вот, допустим, Василий Дармаев, летчик-истребитель, уже на рассвете 22 июня вступил в бой. То есть в первые часы войны, вот, минуты даже войны, он уже вступил в бой, когда, в принципе, немцы уже всю авиацию на границе уничтожили на земле, да, вот мало оставалось. Вот он с командиром звена пошел в атаку на 14 немецких бомбардировщиков, один из них повредил, и остальные заставил вернуться назад. Калмыки Булактаев и Минкенов, которые на своих самолетах бомбардировщики уже в первые дни войны бомбили румынскую территорию, да, их самолеты были сбиты, Минкенов погиб, а вот Булактаев удалось выйти с экипажем, встретившись по пути с армейскими разведчиками, выйти, да. Допустим, Васькин калмык, который с 22 июня, отступая, дважды был в окружении, не сдался, выходил из окружения и воевал до конца. Мой брат моей бабушки по отцу Аюр Манцинов, он тоже с начала войны воевал, отступал и погиб под Сталинградом в 1942 году. Алексей Бадмаев, наш калмыцкий писатель, в 17-летнем возрасте защищал Сталинград. У нас очень много таких. И я хотел бы, вот, пользуясь случаем, рассказать про 110-ю калмыцкую кавалерийскую дивизию, которая защищала на Дону рубежи. Да? И вы сами должны понять, насколько, как лживо и клеветнически отнеслись к калмыкам, обвинив в предательстве. 110-я и 111-я калмыцкие кавалерийские дивизии стали уже формироваться в ноябре 1941 года, да? И в марте 1942 года решили все-таки 111-ю не формировать, и все ее силы передать 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии, да, которая к июлю уже было более 4600 человек. Эта дивизия была. И представляете, вот эти 4600 человек должны были держать фронт на Дону протяженностью примерно 68 километров. Это кавалерийская дивизия. Задача ее была задержать противника и дать отступающим частям Южного фронта оторваться от немцев, да? Потому что разгромленные части, деморализованные, отступали в сторону Моздока и Сталинграда. И калмыки приняли сначала на первых рубежах от станицы Семейкаракорской до станицы Багаевской, вот эти 68 километров,
Они вынуждены еще немного были отойти, поскольку их соседи, 115-я Кабардино-Балкарская дивизия, не выдержав авианалетов и ударов немецких танков, покинула позиции. И 110-я Калмыцкая кавдивизия вынуждена была немножко отступить на следующие рубежи, поскольку, чтобы не попасть в окружение. Вот здесь они встали насмерть. И первые бои начались уже 18 июля, когда немцы вошли, на каких-то участках переправились, начали заходить в тыл 110-я. И 110-я приняла бой. 4 суток героически держали переправы, где могли. Немцы пытались на разных направлениях перейти Дон, но сначала на правом берегу Дона оставались небольшие заградотряды 110-й, на левом берегу основные силы. И вот там описывают даже наши ветераны, говорили, как видно, когда у наших, кто был на правом берегу, заканчивались патроны, и они не могли переправиться, не успевали, как их немцы на бронемашинах окружали, прям безоружных уже, без патронов расстреливали, да, и это они все наши калмыки видели, как их земляков убивают с левого берега Дона, да, все это видели. Есть воспоминания казаков местных, которые, будучи мальчишками, говорили, как воевали калмыки. Когда немцы прорывались, вот недавно фильм смотрел, один старичок, казак, говорит, он маленький был, там 12 лет ему, что ли, было. Немцы там прорвались на одном участке, переправились, калмыки пошли с ними в рукопашную. Там, говорит, не слышно было стрельбы, только вот рукопашная. А потом оказалось, говорит, как он сказал, калмыки же щути рубаки. Они порубали прорвавшихся немцев, говорит, подобрали своих раненых и убитых и ушли, да. И вот так вот они вынуждены были защищать переправу. 68 километров. Весь фронт держать 4,5 тысячи людей не может. Там вот на одной из переправ героический поступок совершил наш первый герой из калмыков Эрниделиков, да, когда он за один день уничтожил 3 бронемашины и 3 грузовика с немцами. Он был командир расчетов противотанкового орудия. И, внимание, Эрниделику в бою взрывом оторвало обе ноги. И он продолжал вести бой, пока не истек кровью. И он получил звание Героя Советского Союза. Посмертно. Люди, которые так сражались, разве могли быть предателями? Дивизия получила, вот с 18 июля начались бои, 22 июля дивизия получает приказ отступить на новые рубежи. Но дивизия не может это сделать, поскольку немцы начали прорываться на станице Раздорская и прочее. А там держал всего один эскадрон под командованием офицера Джимбеева оборону, да, вот куда немцы бросили основные силы. Всего один эскадрон. И они держались до конца, дивизия отступала. Вот представляете, дивизия получает приказ об отступлении 22 июля, а держится до 26 июля, до вечера. И только когда уже 2 стрелковые дивизии соседние бросают позиции, и когда калмыкам уже угроза окружения реальная возникла, 26 в ночь с 26 июля на 27 части дивизии стали отступать. Только после того, как 2 дивизии соседние стрелковые бросили свои позиции. Еще раз, вздумайтесь, 22 июля дивизия получает приказ об отступлении, отступает только к 27 июля, то есть 5 суток практически калмыки держали оборону. Разбитые, понеся огромные потери, но организованно калмыки выходят со знаменем. Группами кто-то из окружения выходит, кто-то организованно так выходит. Но сам факт, отходят в сторону Моздока, авиация бомбит, там несут страшные потери. Еще раз, другие дивизии отступили раньше, калмыки держались. Когда выселяли калмыков в Сибирь, обвинили в том, что 110-я бросила свои позиции, да? Вопреки всем фактам. Вот это самая клевета, вот самая такая обидная ложь, да, которая вот советская пропаганда того времени против калмыков, что до сих пор калмыки это забыть не могут. Ребята сражаются до конца, погибают, идут в рукопашную, да, пользуясь своими навыками рукопашного боя немцев там. Казаки что рассказывают? Их собрали, пацанят, и начали вот убитых калмыков, чтобы они похоронили. Там мы, говорит, роем для них ямы, да, и слышим, что
стоны какие-то есть, потому что еще раненые. И мы начинаем, говорит, громко разговаривать, чтобы немцы не слышали эти стоны. Говорит, немец все равно услышал, нас оттолкнул, взял автомат и говорит, всех, кто там живой оставался, всех расстрелял. Да? То есть вот так добивали наших. И после этого мы предатели. Вот это было больше всего обидно. Затем обвинили в том, что там калмыцкий кавалерийский корпус воевал за немцев, да? Но очень много было недовольных советской властью. Я уже говорил позавчера, что немцы очень быстро победили советскую пропаганду на оккупированной территории, поскольку вот учебники на калмыцком языке разрешили открыть храмы и молиться. Вот бывший у нас главный хирург Калмыкии Сармуткин Валерий Сергеевич, он маленьким был еще в листе, он помнит, как немцы стоят в оцеплении так на улице Ленина, и кавалькада калмыцких всадников с оружием, представляете, с оружием едет какой-то буддийский праздник, скорее всего, Зул был в декабре, стреляет вверх и направляется на сторону улицы Лермонтова, где тогда у нас находился буддийский храм. То есть его немцы решили открыть. Немцы спокойно стоят, смотрят. То есть люди с оружием стреляют в праздник, да, то есть немцы... Это была очень хитрая немецкая политика. Естественно, что они потом бы, наверное, гайки позакручивали бы, конечно. Но в тот момент они грамотно сработали. И многие калмыки, которые были, у которых родители или там родные были репрессированы, естественно, они посмотрели. Ведь вначале пишут, что калмыки встретили немцев не очень сначала, потому что наблюдали. А потом, когда немцы отнеслись к ним, как бы... Ну, понятно, что это было все напускное, тем не менее, они грамотно поступили. Угу. И очень... Кто из калмыков пошел за немцев, да? И по разным данным, там, от 3 до 5 тысяч корпус был, но при этом 33 тысячи калмыков воевал, из 130 тысяч калмыков 33 тысячи калмыков воевали в рядах Красной Армии. Да. И только от 3 до 5 тысяч воевало за немцев, да? Еще, членами их семей, там, по разным данным, от 13 до 16 тысяч, это которые вот члены семей, там, их, там, старики, женщины, дети, которые... Все. Почему-то 800-тысячная русская освободительная армия генерала Власова, да? Это нормально, а 3-тысячный калмыцкий корпус, это страшно. И нас выселили. Просто вот это больше всего обидно. Давайте вот напомним нашим слушателям о том, что в период Великой Отечественной войны летом 1942 года значительная часть Калмыкии была оккупирована немцами. То есть этого, многие могут не помнить, могут не знать, да, и к январю 1943 года советская армия освободила территорию республики. Но вот то, что вы сейчас рассказывали о 110-м вот этом легендарной калмыцкой кавалерийской дивизии, да, поражает еще то, что кавалерия, да, вот что значит уметь воевать конницей в тот период, когда уже были автоматы, да, эти пулеметы, то есть танки. Но они вынуждены были спешиться, потому что они держали рубежи, естественно, они должны были спешиться. Лошади были в тылу, да, я вот как-то вспоминал в Фейсбуке этот случай. Отец мой, ему было совсем, подросток, они с дедом вот жили вот когда бабушка звонила, хутор Зюнгаров в Цусской области, да, там они были. И через них как раз война прошла. И тогда он рассказывает, помню, говорит, немцы ведут советских пленных. И в этот момент вдалеке садик с буркой папахи, то есть, это, наверное, скорее всего, офицер какой-то отступающей калмыцкой кавалерийской дивизии. И немец дает команду, второй немец становится вот на четвереньки, второй ставит на него, на спину пулемет, и он начинает стрелять в этого уходящего всадника. И тут старики-калмыки начинают по-калмыцки кричать, поняв, что это свой, в балку уходи, в балку. Но, естественно, он не слышит. Но он понял, что в него стреляют, и нырнул в балку, и так исчез, да? Хорошо, что немцы не знали калмыцкого языка, не поняли, что они там старики орали, а так бы могли вообще наказать. Mm-hmm. И он говорил, как отступали калмыцкие части, как вот 2 или 3 лошадь, телега, и вот сидит маленький такой хрупкий калмычонок, раненый в спину, перевязанный на телеге. И дед им говорит по-калмыцки, потому что все тогда по-калмыцки только говорили, что аккуратнее, здесь уже немцы проезжали тут. А он, маленький калмычонок, говорит, сидит такой, говорит, и другому другу говорит, дай сюда, говорит, пулемет, я сейчас тут, где они тут? Деду говорит, где они тут? А этот дед как начал на него орать. Куда тебе? Тебе сейчас до своих живым дойти надо, а тут их тут полно, говорит, сейчас они тебе это... В общем,
это говорит о том, что дух дивизии был очень высокий, моральный дух. Поэтому говорить о том, что кто-то кого-то предал, да, знаете, это такая ложь, и она еще вернется тем, кто ее против нас сотворил. Да. Я хочу напомнить, что 22 уроженца Калмыкии были удостоены звания Герой Советского Союза. Давайте расскажем вот о самых известных из них, в том числе о руководителе республики. Ну вот я про Недельков сказал, другие очень многие тоже совершили подвиги, да. Некоторым дали уже после войны, потому что все-таки основные... У нас героев было бы еще больше, потому что основные награждения были на победные 44-45 годы, а калмыки выселены уже были в 43-м году. И всех фронтовиков, фактически, всех сняли с фронтов и отправили там сначала на Молотовскую ГЭС, Пермская сейчас, они как военнопленные там трудились, да, герои войны, а потом дальше уже в Сибирь к своим семьям, кто выжил. Но многие офицеры говорят, зная, как калмыки хорошо воюют, они не отдавали. Вот приказ НКВД, допустим, всех калмыков с фронта и отправить, многие офицеры не отдавали их. Или либо переписывали на другую национальность, либо говорили, этот разведчик мне нужен, ты за него, что ли, будешь воевать? В общем, вот таким образом. И Басан Бадмич Городовиков первым в 1942 году организовал партизанское движение после последнего боя в районе Алушты с немцами. Он свой кавалерийский полк увел в горы вместе с остатками матросов и других частей. И первым организовал там в Карабулакских лесах партизанское движение. И все говорили, что его партизанский отряд был самый такой боеспособный. Затем в 1944 году, в августе, 184-я Духовщинская стрелковая гвардейская дивизия под командованием Басана Бадмича Городовикова, подчеркну, калмыка для тех, кто нас не любит, первая вышла к государственной границе СССР, за что Басан Бадмич получил Герой Советского Союза. С Пруссией. Первая дивизия границы Советского Союза, это была дивизия под командованием калмыка. Затем в 1945 году в августе при пленении последнего императора Маньчжур Пуи на аэродроме в Мукдене, император Пуи, сдаваясь советским офицерам, увидел азиата среди них, снял саблю и отдал эту саблю именно этому азиату. Это был генерал Басан Бадмич Городовиков. Почему сейчас мы считаем, что все-таки это был знак того, что все-таки айраты над Маньчжур победили. Последний маньчжурский император отдал саблю, сдаваясь в плен айрату. Вот это символично было. И не зря он по карме там оказался, да, вот именно в тот момент. И первым, кто вошел, это солдаты его дивизии вошли в императорский дворец в Пекине. И подарили ему и его жене, через него, его жене, халат императрицы. Есть фотография, где жена Басан Бадмича в халате императрицы маньчжурской. А его жена сопровождала его на войне? Нет, он потом привез же трофей домой. Кто? Городовиков? Басан Бадмич. А жена у него откуда была? Почему он ее как трофей привез? Нет. Халат императрицы маньчжурской он жене привез как трофей. Все, Ему поняла. солдаты подарили, которые зашли во дворец императора. И он этот халат императрицы привез к жене. И вот есть фотография. Нона, жена калмычка, она сидит в императорском халате маньчжурской императрицы. Так вот, ребята, кто кого победил, да? Да, очень символично. И вот такие моменты, да, и почему Басан Бадмич воевал до конца, когда его спросили, когда Сталину сказали, там, подхалимы, а там еще калмык воюет, да, командир дивизии. Они же выселены. А Сталин спросил, хорошо воюет? Да, хорошо, пусть воюет. То есть ему нужны были кадры какие-то, да, для войны. Ну, потом он командовал там войсками в Германии там, и прочее. Вот в 61 году его поставили на руководящую должность Калмыкии, вот он ее поднял потом. Но это мы потом уже будем говорим. Рассказывать, да. Давайте еще, может быть, про других героев, известных Советского Союза в войне, которые отличились. Вот по Красной площади кто прошел, и, может быть, из известных героев Калмыкии? Нет, у нас не было там. Вы знаете, нет, там воины калмыки шли в параде. Кто-то был, я не знаю, честно говорю, потому что я знаю случай, когда моему отцу Акай Иванович Городовиков рассказывал, да, командующий кавалерией Красной Армии в
20-е годы, да, в 30-е годы. Дядя Басана Дмитриевича Городюкова, он говорил, что когда он зашел к Жукову после войны и говорил по поводу вот калмыков, Жуков тогда ответил, он очень не любил калмыков и сказал, что он правильно выселили, а если вы не хотите туда сами попасть в Сибирь, то давайте эту тему прекращайте. А потом оказалось, вот эти калмыки и Донзана Тундутова в гражданскую войну ранили, чуть не убили, да, Жукова, чуть не лишили жизни. Естественно, он сохранил обиды какие-то, ненависть к калмыкам. Ну, я хочу напомнить нашим слушателям, что и накануне войны многие высшие командные наши чины были репрессированы, в том числе Рокоссовский, наш кяхтинский зять. Потом перед войной все-таки опомнились их. Он кяхтинский зять, да, вот опять видите, какая связь, да? А адъютант маршала Рокоссовского, майор Жигреев, калмык. Угу. О нем неоднократно написано. И на каких-то соревнованиях кавалеристов он там показал себя, и Рокоссовский увидел и взял к себе. И этот майор Жигреев, он 16-й ребенок в семье был, 16-й. То есть, представляете, рождаемость какая была у калмыков тогда? Есть очень много фотографий, где он, когда Рокоссовского назначили министром обороны Польши, есть фотография, где майор Жигреев с ним в польской форме, да, он его везде сопровождал. И, кстати, именно от майора Жигреева вот такую историю мы узнали, когда при освобождении Польши Рокоссовский разыскивал свою сестру. И надо же, то село, где жила, освобождали вот солдаты именно армии Рокоссовского. Угу. И она вышла из подвала и сказала: я сестра Рокоссовского. И тут же, уже вечером того же дня, по-моему, они встретились. Да. Вот это было. И майор Жигреев был похоронен на военном кладбище в Киеве. Я был там в 87 году, проезжал, там еще супруга была, живая его. Но националисты украинские потом уже снесли этот. Там красивый стоял бюст, изготовленный калмыками. В 80-е годы, по-моему, да, или в 70-е. Они, целая делегация ездила в Киев, привозила этот бюст. Это наш скульптор Рокчинский его изготовил, такой красивый бюст. Националисты не пожалели, его снесли, но еще до Майдана, кстати. Там уже, националисты уже тогда активничали. И, возможно, в 90-е годы надо было бы попробовать все-таки этот бюст перевести на родину, да? Вот так же сейчас в Питере хранится орудие, именной номер орудия, найденное в Брестской крепости вместе после войны, по-моему, уже в 80-е годы раскопали, были найдены останки калмыка Пасугинова, защитника Брестской крепости, и рядом же его орудие, которое по документам ему числится. То есть спустя сколько лет только, сейчас это орудие в военном музее в Санкт-Петербурге хранится. То есть вот вам, пожалуйста, калмыки, которые Брестскую крепость защищали, сражались. Там еще один, вот запомнил фамилию, то еще один калмык там тоже погиб в этой крепости, да. То есть таких имен много, которые достойно несли. Вот цитата из книги американской писательницы, которая, в свою очередь, цитирует немецкую, берлинскую на тот момент прессу, которая с любовью не относилась к Советскому Союзу. И оттуда было ясно, что как сражались калмыки, да, если их отметила берлинская пресса, да, сумасшедший героизм. То есть и такой народ высылать, это крайняя несправедливость. И за эту справедливость нам еще никто не принес официальных извинений. Ну, я хочу еще добавить к тому, что сказал наш гость Ларри Наранович, что за первые военные годы Республика Калмыкия поставила в Красную Армию почти 30 тысяч лошадей. А что такое калмыцкая, монгольская лошадь? Мы уже в прежних передачах говорили, да? Сотни тысяч тонн мяса, рыбной продукции, зерна, очень много теплых вещей, белья, обуви, и сдала более 100 миллионов рублей. Так еще
жителями Калмыкии построена за короткие сроки стратегическая железная дорога Кизляр-Астрахань, потому что немцы к тому времени Ростов захватили, и нефть, которая нужна была для нашей техники под Сталинградом, железная дорога была в обход только через Ростов, то есть уже не могли везти. И калмыки, мирное население, успели построить эту дорогу до Астрахани за короткое время, и нефть пошла для нашей армии под Сталинград уже другим путем. Это тоже не надо забывать. Почему-то об этом тоже не говорят. Да и памятника, я об этом уже писал, нету нашим людям, которые вот в неимоверных условиях в степи строили вот эту дорогу. Она до сих пор действующая, да? Она на Закавказье ведет сейчас вот из России. Затем хочу напомнить то, что наш скот калмыцкий был полностью эвакуирован в Казахстан, да, когда немцы подходили. Откуда появилась казахская белоголовая? Она появилась именно тогда, когда казахские ученые в Казахстане воспользовались, что у них появилась калмыцкая порода КРС, они из калмыцкой породы КРС выявили свою казахскую белоголовую, да? Это общеизвестный факт. Но она не превзошла образец. По качеству не превзошла калмыцкую породу. И, кстати, мы потом об этом поговорим, по калмыцкой породе как-то. Да. 9-го, да? Да, 9 июня. Вот. И это тоже нельзя забывать. Подвиг мирных жителей, да? Нельзя забывать, там, допустим, есть история, когда в Волонарге калмыцкая семья прятала еврейскую семью. Вот это во время оккупации. Она была короткая, там, месяца 2, да? В Волонарге. Или 3. Ну, неважно, там... Естественно, чтобы их расстреляли под немцы, да? И после этого вот этот еврей, парень, он женился на калмычке, он, говорит, только дружил с калмыками, да, вот этот мальчик, который маленький был там, потому что он подспудно доверял калмыкам. То есть, если они их спасли, значит, у него какое-то вот на генетическом уровне какое-то доверие было, да? Первый памятник жертвам еврейским, да, в Советском Союзе у нас в Калмыкии поставили. Это где? Это в Гашун-Балке, у нас там расстреляли 300 евреев, немцы, которые не успели дальше покинуть, это из эвакуированных. И, кстати, хотел бы такую историю рассказать. Когда немцы подходили к Элисте, вот братишка моего деда, про который я рассказывал в прошлый раз, раненый красным, да, первый основатель и первый директор Калмыцкого научно-исследовательского института, он с группой молодых ученых должен был эвакуироваться. Естественно, они тогда все были члены партии, естественно, бы их расстреляли, да. Так вот, они... Один из секретарей обкома их обманул, сказал, вас там полуторка ждет. Мы, говорит, пошли полуторку ждать, где сейчас калмыцкий корпус Калмыцкого госуниверситета, корпус калмыцкой филологии. Там была полуторка, но она была без колес. И хорошо, что мы, говорит, встретили 6 милиционеров наших. Мы остановили, говорит, автобус какой-то, там был водитель какой-то, ну, не калмык, чтобы нас не обвинили потом. Они ему сказали, сейчас поедем на Астрахань из-за Элисты. Он говорит, я не поеду, я простой человек, мне немцы ничего не сделают. Ну и на него оружие наставили и сказали, поедешь. И тут дед вспомнил про вот тех эвакуированных евреев, профессоров, которые в нашем пединституте, да, преподавали. Угу. И мы, говорит, вернулись, вот сейчас, где нынешняя 14-я школа, стадион Уралан, для лестницев, говорю, туда вернулись, они уже с узелками стояли и ждали. Ну, то есть они уже все их бросили, и их погрузили, и, говорит, поехали на Астрахань. А с западной стороны, уже наверху, там, лестницы знают, там сейчас вышка стоит, уже там пыль клубилась, уже авангардные части немцев входили в Элисту. То есть дед все-таки буин накопил, да, огромный. Он в тот момент не бросил их, он вспомнил и заставил всех вернуться. Такие были моменты. Были вот, как это секретарь обкома, который обманул, а сам уехал с секретаршей на большой машине, да, и с водителем, да, хотя места были там. И были такие, как дед, братишка деда, которые о других заботились. Всякие люди были во время войны, да. Но почему-то калмыкам многие руководство страны почитало только те, которые были в меньшинстве. То есть те, кто пошел против Советского Союза. Угу. Вот у меня тут вопрос возник, когда вы рассказывали про казахскую белоголовую породу скота, да. А зачем эвакуировали калмыцкий скот в Казахстан? За Волгу? Нет, ну за Волгу. А зачем? А люди на что жили, если скота не было? А немцы подходили, чтобы немцам не достались, советы эвакуировали за Волгу, в Астрахань и дальше, в Казахстан.
Ага, чтобы немцам не достался калмыцкий Ну, скот. немцы уже подходили, там половина Калмыкии уже была занята. И поэтому, естественно, что всех эвакуировали, да, а там кого волновало, что там с голоду помрут калмыки или нет. Ага. У нас очень жестокие бои проходили вот в Холхуте, это 200 километров вылезты к востоку, 100 километров от Астрахани. То есть Холхуту сдали бы, это село в степи, и дорога на Астрахань открыта. И там были такие страшные бои, что село из несколько раз в день переходило из рук в руки только, ну, то, что осталось от села, потому что там были только колодцы из-за воды. И на том месте сейчас, и после войны, после выселения, когда вернулись, и сейчас очень много оружия находят. Патроны, там, снаряды до сих пор. И, наверное, там целые склады остались после этих боев, поэтому как бы особенно в 70-е годы очень много находил. Там народ у нас очень вооруженный был, кстати. Вплоть до немецких пулеметов вот этих МГ. Понятно. Ну, наше время подходит к концу. Сегодня мы разобрали с вами очень большой такой, да, длинный, сложный период в истории нашего калмыцкого народа. Это начиная с 20-х годов, со времени становления калмыцкой автономии, как мы и обещали, да, и перешли к репрессиям, раскулачиванию 30-х годов. Оказалось, что у нас была общая судьба и в том, что нас лишили письменности нашей, да, вот старомонгольской вязи, лишили нас духовенства буддийского. И перешли к войне, к началу войны. И вот в 1943 году, в декабре, в очень морозные, холодные дни, началась депортация калмыцкого народа, ну, о которой мы расскажем уже завтра. Я хочу напомнить нашим слушателям, чтобы они завтра слушали нас в прямом эфире с 16:30 до 18:30. И, Ларри Наранович, я вот тоже прошу вас еще раз рассказать о том, на чем будет сделан акцент, что завтра еще узнают нового о депортации наши бурятские слушатели. Ну, прежде чем я скажу о депортации, я хотел бы сейчас сказать о том, что 2 года назад я интересовался вот по поводу вот этих памятников, которые были разрушены. Вот я говорил, да, в Киеве, да, националисты разрушили памятник калмыку адъютанту маршала Рокоссовского. С этим я поинтересовался у нашего такого важного брата, буддиста из Украины, из Одессы, говорю, по поводу Бурята Барсоева. Я говорю, там же во Львове захоронен, там ничего не будет, говорю, не разрушат, как вот нашего калмыка, да? Этот мой товарищ буддист, он такой серьезный парень, такой, он, по-моему, даже лично у мэра Львова спросил, как его фамилия-то, Садовник, как-то на тот момент. Там сказали, не, ребят, нам сейчас не до этих памятников, у нас свои какие-то проблемы, да, там. Но он меня заверил, что этот парк не трогают там. Вот где, в отличие от Киева, там во Львове вроде как бы не трогают. Но там тоже зависит и от мэра. Да. Просто если мэр, он может быть и националистом, и прозападным, но если он человек, допустим, какого-то уровня культуры, он не будет эти парки трогать вообще. И вообще могилы зачем трогать? Это вообще это какое-то бесовство, я считаю. А что касается завтрашней темы, то тема, конечно, очень прискорбная, есть еще интересного рассказать, много из фактов интересных. Это не просто там какие-то цифры, это не просто там какие-то общие фразы, это реальные судьбы человеческие. Я о них обязательно расскажу, я думаю, тоже будет интересно. Я призываю наших радиослушателей, особенно тех, у кого в роду есть репрессированные, высланные в Красноярский край, да, я думаю, там многие встречались, наверное, и с калмыцкими ссыльными, которых ссылали в Красноярский край, тоже можете звонить, немного о своей семейной истории рассказывать. И вот благодаря моему диктаторскому решению не принимать звонки в прямой эфир, к нам поступили вопросы вот в Viber, да. Вас очень благодарят, Ларри Наранович, тут на бурятском написано, за такую интересную передачу. И вот такой вопрос Александра Буратаева, какого рода племени? Ну, я думаю, спросили, потому что показывали у нас в Бурятии фильм ее как раз о депортации. Честно говорю, я не знаю, кто она, Буратаева, Дрютка или Тургутка. Вы знаете,
Не хочу никого обидеть, но в отличие от бурят у нас вот как бы это не принято. Мы единый народ, мы помним все свои корни, но у нас не принято спрашивать. Кенахна, это вопрос считается очень такой, не очень как бы для калмыков, да? И поэтому мы не спрашиваем друг у друга, кто ты там. Если я узнаю, что она там кто-то другой, я тогда скажу. Но напрямую у нее спрашивать, это у калмыков считается неприличным. Ну, понятно. На этом мы завершаем сегодняшний эфир. Большое вам спасибо, Ларри Наранович. Мане радио Шарлашет Бурят ФМ студияда Светгулшин Туяна Зандуева бэга, Амяна Эрылукша Агван Балыков, Тигет Дахин Улстраба Ирте, Углодер, Дуру Хахатты, Буди Улзахаб, Ди Хойерсак, Буди Хорулдахаб, Ди Депортацтухы. Кешик бөйінделігі болтха, мана ақныр дөйінір, барыл жанау, сән бәт.